На повторном голосовании, прошедшем 2 марта, президентом Абхазии избран Бадра Гунба. Он набрал 54,73% голосов. Второй кандидат Адгур Ардзинба набрал 41,54% голосов. Явка избирателей составила 70%. Всего проголосовали 100 412 граждан республики. Общее число избирателей, принявших участие в голосовании, 100 412. Ардзинба Адгур Амиранович, 41 708 голосов избирателей. Гунба Бадра Зурабович, 54 954 голосов избирателей. Общее число голосов против всех кандидатов – 2065. Общее количество бюллетеней, признанных недействительными – 1687. По результатам повторного голосования по выборам президента Республики Абхазия Центральная избирательная комиссия решила избранным президентом Республики Абхазия считать Гунба Бадру Зурабовича, избранным вице-президентом Республики Абхазия считать Бигвава Беслана Владимировича. Затем избранные президент и вице-президент Бадра Гунба и Беслан Бигвава дали первую пресс-конференцию и поблагодарили всех, кто принимал участие в голосовании, отметив, что предвыборная кампания была непростой. Выдержка нашего населения, безусловно, говорит о том, что мы демократическое общество, общество, которое созрело для строительства своего государства. Все эти возможности и принципы созданы благодаря народу Абхазии. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить членов избирательной комиссии, всех тех, кто принимал участие в рамках избирательной системы. Вы в очередной раз продемонстрировали свою опытность, свой профессионализм, несмотря на некоторые шероховатости, так скажем, и попытка оказания давления, каждый представитель избирательной системы проявил себя как профессионал. Благодарю вас за проявленное терпение и за работу. Хочу поблагодарить правоохранительные органы, которые действовали профессионально, сдержанно, не допустив столкновения между сторонниками различных штабов, которые предпринимали все усилия для сохранения мира и стабильности в нашем государстве. Уважаемые присутствующие, мы с Бесланом Владимировичем понимаем, какая ответственность на наших плечах. Мы готовы реализовывать все то, о чем говорили в рамках предвыборной кампании. Первые наши шаги, безусловно, будут следующие. Все то, о чем мы говорили, наша программа, представленная абхазскому избирателю, должна получить свое развитие. Выборы были порой сложные, тяжелые, но мы это все преодолели. Я хотел бы поблагодарить также, кто и голосовал против нас, кто голосовал за наших оппонентов. Но сегодня у нас не день ненависти или злобы. Мы один народ. Именно мы все вместе должны решать будущее нашей страны, которая должна быть процветающей. Мы с Бадрой Зурабовичем готовы работать со всеми, кто принесет пользу нашей стране, кто будет относиться к этому профессионально. У нас впереди огромная работа, будет, я думаю, много моментов, с которыми нам придется преодолеть, и мы обязательно сделаем все для процветания нашей страны. Отвечая на вопросы журналистов, связанных с правопорядком, в частности, нападением на избирательный участок в Гагарском районе в день выборов, Бадра Гунба сообщил, что дал поручение правоохранительным органам разобраться в произошедшем. Есть понимание того, кто совершал, какие силы были использованы. В этом смысле я заверяю наших граждан, что никакого спуска в отношении тех, кто нарушал закон, мы не дадим. В полной мере тех, кто позволил себе такого рода отношения, в том числе вы прекрасно все видели кадры, которые были сняты в данном избирательном участке, должны понести наказание. Отвечая на вопрос журналистов о том, как будет выстраиваться работа со СМИ, Бадра Гунба подчеркнул, что в рамках предвыборной кампании его команда не позволила себе никаких высказываний в адрес представителей СМИ, у которых была другая точка зрения. Взаимоотношения со СМИ – это очень важное направление, с помощью которого необходимо доносить до граждан о деятельности исполнительной власти, подчеркнул избранный президент. Бадра Гунба также высказался о возможном диалоге с оппозицией.
Политическими партиями и штабами, которые оппонировали нам, абсолютно никаких преград не вижу ради достижения главной цели укрепления нашей государственности, быть на контакте с политическими лидерами, обсуждать повестку нашу. Я нацелен на взаимодействие. Мы формат наших взаимоотношений, формат нашего разговора, надеюсь, в ближайшее время изберем и будем действовать в интересах государства. Всегда есть выбор, и у нас также есть выбор. Либо мы будем продолжать ссориться, ругаться друг с другом и мешать развитию страны, либо мы объединимся для того, чтобы нашу страну сделать процветающей. И я уверен, что у абхазского народа всегда было мудрое решение, и мы найдем все шаги и пути развития для того, чтобы наш народ объединить и сделать нашу страну процветающей. На встрече с журналистами Бадрагумба сообщил, что исполнять обязанности премьер-министра будет Валерий Делба. В период проведения предвыборной кампании Бадрагумба был в отпуске, который завершился 2 марта. С 3 числа он приступил к исполнению обязанностей президента Абхазии. Один из вопросов журналистов касался выборного законодательства. По прошествии 2 туров, анализируя выборный процесс этого года и предыдущих лет, как вы считаете, на ваш взгляд, стоит ли вносить и какие нужны поправки внести в закон о выборах президента Республики Абхазия? Спасибо, Гуца. Действительно, данный политический процесс нам продемонстрировал слабые стороны избирательного законодательства. Мы обязательно будем выходить с инициативой по устранению данных законодательных, так скажем, недочетов. Но в целом, конечно же, результаты и вообще сам ход голосования показывают, что избирательная система у нас, она сбалансирована. И те подходы, которые сегодня реализовывались, в том числе и людьми, которые здесь присутствуют, членами Центральной избирательной комиссии на местах, они в полной мере сработали. Самое главное здесь другой фактор. Желание людей, желание команд реализовывать свою политическую платформу, доносить до граждан нашей страны в соответствии с законом. Вот в этом мы все вместе хромаем. Здесь надо подумать, как исправлять наши ошибки, как не допускать сложности во взаимоотношениях. Скажу честно, для меня откровением стало, что в рамках данной избирательной кампании мы начали использовать межнациональные взаимоотношения. Это, по-моему, особенность этой кампании. Того, чего раньше не было. То, что, возможно, привело бы нас к тяжелым последствиям. Поэтому здесь законодательная норма, правоприменительная практика нашего законодательства, она сбалансирована, и нам необходимо подкрепить это, значит, политической волей людей, которые занимаются политическими процессами, в том числе начиная от кандидатов. Я с себя хотел бы начать. Поэтому считаю, что есть недочеты, которые мы можем исправить. Но самое главное – это человеческий фактор. Бадрагумба подчеркнул важность наращивания взаимоотношений с Россией по всем отраслям и направлениям. Считаю, что готовность наших российских коллег – это хороший сигнал к тому, чтобы реализовывать все, что у нас сложится на благо нашего государства, на благо народа Абхазии, на укрепление нашего государства. Именно с этой целью все эти годы подписано более 200 соглашений с 2008 года. Как же не воспользоваться такими возможностями на сохранение нашей государственности? Мы в этом направлении обязательно будем двигаться. Мы, откровенно говоря, наметили ряд направлений, на которых мы особо сосредоточим свое внимание. Все те разговоры, которые звучали в рамках предвыборной кампании, вот после выборов, что Российская Федерация перестанет оказывать помощь, либо взаимодействие такого уровня, это неправда, это несправедливо. Мы обязательно будем наращивать объем этих взаимоотношений. Избранные руководители страны ответили и на другие вопросы журналистов. Инаугурация избранного президента состоится через 30 дней со дня оглашения окончательных итогов голосования. Гугуца Вардания, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.